прямом эфире новости Татарстана. Добрый вечер. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Православные дела. Сегодня у нас великий день. Каким выводом пришли на форуме в Казани, узнал Дмитрий Аренин. Построили дома, но жить в них нельзя. Метка скотомогильника у нас тут обнаружилась. Почему жители Садового товарищества Тукаевского района рискуют остаться без жилья, расскажет Рамиль Галиулян. Их дома, их богатство. Мне сказали, никаких планов нет, пожалуйста, строй. Жители Казанского микрорайона Танкодром против сноса их домов ради благоустройства территории. Кто им предложил такое и на что готовы казанцы, расскажет Рамиль Шайдолян. За рога, за копыта и на соревнования. От операторов машинного доения зависит качество молока и само животное. Как выбирают лучших в профессии, увидела Вероника Гайнудинова. Награда за укрепление обороны страны. Сегодня в Москве Рустам Минниханов получил ее из рук Сергея Шойгу. Церемония награждения прошла в рамках ежегодной профильной конференции в Национальном центре управления обороны. В этом году встреча носит международный характер. Подробности юбилейной конференции у Дины Газалиевой. Самые современные модели летательных аппаратов, беспилотники и многое другое. Все это на профильной выставке в Министерстве обороны Российской Федерации, которая расположена на Фрунзенской набережной столицы. Есть тут и стенды, посвященные региональному оборонзаказу. Снимать и фотографировать можно далеко не все. А бдительные военные просят убирать и телефоны. Самые интересные новинки оборонной техники демонстрируют министру Сергею Шойгу. Министр обороны Российской Федерации. Робот в военной форме вызывает улыбку, однако темы, которые позже затрагиваются на международной конференции, не шуточные. Ее участники – военные, руководители регионов, государственных структур, силовых ведомств. В этом году приглашены гости из Казахстана и Белоруссии. За прошедшие 5 лет было сделано немало. Усовершенствована нормативно-правовая база, системы межведомственного взаимодействия, создана технологическая инфраструктура, которая объединяет 55 министерств и ведомств. Выстроена эффективная система взаимоотношений с субъектами Российской Федерации. Это ежегодно подтверждается в ходе стратегических командно-штабных учений, в которых задействованы все регионы страны. Регионы, особенно те предприятия, на территории которых выполняет государственный оборонный заказ, представлены руководителями. Рустам Минниханов также стал гостем мероприятия, к тому же награждаемым. Президент Республики Татарстан. Ведомственная медаль министерства вручается за вклад в укрепление обороны Российской Федерации. Ну а после приятной части работа конференции продолжилась уже за закрытыми для журналистов дверями. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. На встречу приехали около 1000 делегатов со всего Татарстана. Сегодня в Казани прошел форум православной общественности республики. Духовенство, общественные деятели, активные прихожане. Участвовал президент Рустам Минниханов. Такие встречи проходят раз в 2 года. На них обсуждают и подводят итоги того, что делается в православном мире республики. Дела неплохо, отлично. Служим. Делегат из Алькеевского района на форум в Казань приехал узнать, как лучше обустроить дела в воскресной школе своего села. Новый храм здесь открыли в 2006 году. Детей привлекаем на рождественские и пасхальные праздники. Мы для них организуем специальную службу детское богослужение. Там для них у нас есть конкурсы. Есть чем поделиться Казанской духовной семинарии. Здесь недавно успешно прошли проверку из Москвы. Как отметили, уровень образования растет, помогает и переоснащение заведения. Не только наличие парты, досок, но это и бытовые условия, это и питание хорошее, это и спортивное оснащение. Это просто все то, одним словом, что составляет полноценную жизнь студента. Обсудить все дела православного Татарстана и наметить, куда идти дальше, главная цель форума. Как отметили, в республике идет большой созидательный труд. Увеличивается число приходов и воскресных школ. Идет работа по восстановлению храмов. В настоящее время в Татарстане созданы все необходимые условия для реализации религиозных потребностей граждан. Продолжается поступательное развитие духовной жизни общества. В этом несомненная заслуга священнослужителей, представителей
православной общественности, всех верующих. Хочу выразить вам слова признательности за ваш вклад в дело сохранения мира и спокойствия республики. Сейчас весь православный мир в ожидании открытия собора Казанской иконы Божьей Матери. Основная часть работ уже завершена. Символично, что в этом году исполняется 440 лет со дня обретения этой знаковой иконы. И это чудо стало возможным благодаря тому, о чем мы говорим сегодня. Соработничеству государства и общества. Рустам Нургалиевич, низкий вам поклон. Конечно, когда мы говорим о строительстве собора, други мои, невозможно это не сочетать с именем первого президента Татарстана Ментимир Шариповича Шаймиева. Неожиданным было предложение митрополита Феофана, чтобы Рустам Минниханов вновь баллотировался на пост президента Татарстана. Это будет на пользу, и это будет своевременно. Реакция была ожидаема. Поэтому вам заказ. А мы поддерживаем вас. В преддверии пленарной части на форуме были насыщенные круглые столы, где каждый мог высказаться. Все участники сошлись во мнении, что главное достижение – духовное обогащение нашего общества и миросогласие в республике. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Участники форума говорили и об уникальном опыте республики. Сложилось веками, что все религии здесь живут рука об руку. Сколько их и чем сильно верующие, узнал Рами Шайдулин. Сердечно благодарю вас за представленную возможность пообщаться с братьями. За одним столом сегодня представители главных российских конфессий говорят о вере и обсуждают общие проблемы. Борьба с наркоманией, профилактика радикализма, реабилитация бывших осужденных. В то же время инициативы, например, в области просвещения и культуры. И надо уметь отделить, где может быть вызов, который несет разрушительные тенденции, а где может быть вызов как призыв к новым высотам. И это тоже наша задача и задача форума. Форум проходит в 4-й раз. Традиционно в республике, уникальном, по мнению участников, регионе. Являясь родиной российского ислама, который распространился по территории Поволжья и дальше, Татарстан одновременно является местом обретения одной из величайших святынь православия, Казанской иконы Божией Матери. Мы находимся в 5 минутах ходьбы от этого места. Сейчас там восстанавливаются соборы. По соседству Благовещенский собор Казанского Кремля. Рядом Кул-Шариф. Исторически они вместе. Так же, как православие, ислам и иудаизм веками идут рука об руку. Так было и так будет дальше, считают участники. Мы представители авраамических религий. И иудаизм, и христианство, и ислам признают праотца Авраама, Ибрахима, алейхиссалям. В наше непростое время в чем цель заключается? Цель в том, что мы, представители основных религий, должны быть вместе. Здесь же обсудили резолюцию, которая поможет достичь всех поставленных задач. Рамиль Шайдулин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года. Об этом сегодня сообщил Минздрав России на своем сайте. Решение отложить вступление в силу новых правил Вероника Скворцова приняла с учетом обеспокоенности граждан. Напомним, приказ должен был вступить в силу сегодня. Справка бы подорожала в разы. Накануне это решение критиковал Владимир Путин. Построили дом, но жить в нем нельзя. Собственники участков в садовом товариществе Тукаевского района не могут зарегистрировать свое жилье. Все из-за скотомогильника с очагом сибирской язвы, якобы найденного на территории поселения. Если опасения подтвердятся, в радиусе километра от точки захоронения не должно быть жилых домов. Мы вообще в подвешенном состоянии находимся. Не достроить дома, не их зарегистрировать. С такой проблемой столкнулись жители садового товарищества «Сонар». Всему виной, по их словам, обнаруженный здесь скотомогильник. Почему вы не можете зарегистрировать? Ну, потому что метка скотомогильника у нас тут обнаружилась. Люди здесь вложили все деньги свои. Все в городе продали, сюда переехали, пенсионеры, многодетные, все. Товарищество появилось в 2011-м. Тогда же территория проверялась на отсутствие захоронений животных и на пригодность земли к строительству, говорит председатель. На руках у жильцов документы с тех времен, подтверждающие, скотомогильника здесь нет. Есть санитарно-эпидемиологическое заключение, то есть, что его здесь нет.
Есть предварительное заключение Министерства экологии и природных ресурсов. В 2014-м исполком сельского поселения поднял вопрос о наличии скотомогильника, говорят местные. Но и тогда никаких подтверждений и дальнейших действий не было. Люди продолжали свободно покупать здесь участки и строиться. Тут же куча вот всяких садовых участков. Сейчас люди опасаются, здесь могли быть захоронения сибирской язвой. И если это подтвердится, то в радиусе километра не должно быть никаких построек. То есть под снос попадает весь Сонар и не только. Исполком был в курсе, что здесь находится скотомогильник. Но, однако, никаких мер, как исполнительная наша власть, также и учредитель данного поселка не предприняли. Они продолжали межевать, продавать. В исполкоме района пояснили, вопрос о захоронениях возник в этом году после заявления самих жителей. После их обращения на территории взяли пробы земли. Выявили скотомогильник, мы тоже не можем сказать. Мы говорим, что просто пока выявлены, согласно проб, полученных ветеринарной службой, там определенные части костей крупного скота. Поэтому, например, мы выехали, я повторюсь, мы выехали туда на основании обращений граждан. На вопрос, если об этом было известно в 2014-м, почему продолжали продавать земли, нам ответили, пока говорить уверенно, что скотомогильник есть нельзя, нужно дождаться результатов проб. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Тукаевский район. На танковом склоне Казани может появиться парковая зона с пешеходными и велодорожками. Она станет так называемым зеленым буфером между трассой и жилыми домами. Однако сейчас на этой территории находятся дачные, жилые дома и многоэтажки. Речь идет о 150 садовых участках. О планах города и проблемах жителей Рамиль Шайдуллин. Этот склон холма хорошо виден с балкона Николая Королева. Он живет в многоэтажке на Латышских Стрелков. Недавно его соседи забили тревогу. Здесь появится парк. Сейчас там частные дома. Я понимаю и ту сторону, и другую сторону. Одним хочется сделать город красивее, а другим, другие здесь построили дом. Я тоже бы был на их стороне против этого парка, если бы построил здесь дом, допустим. Они вложили это время, силы и деньги. Речь больше, чем о 20 капитальных домах, которые были построены в рамках дачной амнистии. И еще около 130 дачных участков, 80 из которых заброшены. Я уточнял в администрации, есть ли какие-то планы на эту территорию, могу ли я построить. Мне сказали, никаких планов нет, пожалуйста, строй. Я построил, и теперь, оказывается, его собираются сносить. Вот недавно закончили выплату, а некоторые уже еще платят. И некоторые купили недавно только дома под ипотеку. Индивидуальные дома, вот вы можете увидеть, вот они вот вплотную вот здесь вот прям. Вот эти дома на склоне и как они выглядят на плане. В управлении архитектуры объясняют, эта нагрузка непомерна для склона. С точки зрения склона это довольно опасно, потому что вот это сползание склона и дома, которые вплотную к этому склону находятся, конечно, предполагают какую-то защиту. И к проектированию здесь надо относиться серьезно. Поэтому цель этого проекта – остановить вот какую-то там застройку. План благоустройства – часть городского генплана. По нему здесь парк и велодорожки, и нет капитальных строений. Уже построенные дома оформлялись по дачной амнистии. Городом не выдавалось. Строились они по дачной амнистии и без обращения в органы власти. Но, тем не менее, те, кто построился, зарегистрировался, это законные объекты. Мы не собираемся их оспаривать, и, соответственно, оцениваться они будут так же, как и садовые домики, которые разрешается строить на этой территории. Дома готовы выкупать по рыночной цене, а жители чувствуют себя жертвами обстоятельств. Они уже встречались с городскими властями и предлагали свои варианты. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Зиединов, Рамзиля Гафиатуллина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Ищем родственников бойца. Размером даже визуально побольше, чем офицерский. Здесь, скорее всего, могут лежать солдаты, да. Где московские поисковики перезахоронили тело участника Великой Отечественной войны Карпова Петра Кузьмича. Знает Сергей Хайдаров. За рога, за копыта и на соревнования. От операторов машинного доения зависит качество молока и само животное. Как выбирают лучших в профессии, увидела Вероника Гайнудинова.
О ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» шла речь сегодня в Москве. Рустам Минниханов, ответственный за этот блок, провел встречу с профильным федеральным министром Владимиром Якушевым. Обсудили состояние дел в этой отрасли республики и перспективные инвестпроекты. Также речь шла о подготовке к предстоящему в начале декабря заседанию рабочей группы Госсовета России по проекту «Жилье и городская среда». Оно пройдет под председательством вице-премьера Виталия Мутко. Уже в следующем году бухгалтеров ждет отчетная революция. Изменится форма и порядок отчетности, а часть деклараций вовсе отменили. Об этом говорили сегодня на Всероссийской конференции «Бухучета и налоги» в 2020 году. Это может быть как директор, так и любое другое уполномоченное лицо. Конференция собрала 400 бухгалтеров со всей страны. Специалисты федеральных ведомств раскрывают секреты, знакомятся с изменениями со следующего года. Обо всех важных новостях рассказывают эксперты системы Главбух. Компания «Информрешение Казань», официальный представитель системы Главбух в Татарстане. Мы являемся организаторами 8-й Всероссийской практической конференции для бухгалтеров от системы Главбух, которая одновременно проходит в 16 городах России. В основном многих интересует вопрос о причинах блокировки расчетных счетов кредитными организациями. Уже в 2020-м изменится форма отчетности и сроки сдачи некоторых важных для бухгалтера отчетов. Гости рады, что теперь смогут перестроиться под актуальные требования. Все новые изменения в законодательстве. Я достаточно большую информацию получила. Всем советую посещать эти мероприятия такие. Говорится, учиться всегда нужно, важно, говорится, век живи, век учись. Работа системы Главбух не ограничивается конференциями. Пользователи отмечают высокий профессионализм экспертов и оперативность ответов. Сегодня поисковики республики презентовали книгу о восстановлении знаменитого самолета Пи-2 «Крылья Татарстана. Восстановить легенду». За время проекта обследованы места падений и посадок пешек. Там же собраны фрагменты и детали, которые доставили в Казань. Фюзеляж бомбардировщика покажут публике в преддверии следующего Дня Победы. В книге можно увидеть впервые опубликованные фотографии военных лет из семейных и госархивов. Во время экспедиции установлены судьбы 25 членов экипажа легендарного Пи-2. Рассказ о них будет опубликован в следующей книге. Именно как раз в этой книге хотелось рассказать о том большом проекте, который родился именно здесь, в Татарстане. И в первую очередь о тех людях, кто вообще вершил его. Это летчики, штурманы, стрелки, радисты, другой летно-подъемный состав, кто поднимал самолеты в воздух. Сегодня 110 лет со дня рождения основателя отечественного вертолетостроения Михаила Леонтьевича Миля. С его именем тесно связана история столицы республики. Интернет-газета «Реальное время» предлагает тест к его юбилею. Зайдите на сайт и проверьте свою эрудицию. В нашу редакцию обратились поисковики московского отряда «Обелиск». Они нашли в Смоленской области солдатскую могилу, где были захоронены 59 бойцов. Среди них Карпов Петр Кузьмич, он был из Татарстана. Мы очень рассчитываем, что после просмотра этого репортажа его родственники откликнутся. В августе 1942 года стоял госпиталь 17-й стрелковой дивизии. Сама она воевала чуть подальше, а здесь сюда поступали раненые. Это видео поискового отряда «Обелиск» снято в Смоленской области возле деревни Мурыгина. Здесь шли ожесточенные бои. Бомбили очень сильно. Здесь буквально 50-70 метров пройти. Воронки от, видимо, тонны бомбы. Монеты, фрагменты костылей, медали солдат, чего только нет под землей. Подняли 59 солдат. Что интересно, что вот к этой архивной схеме, которая была составлена в медсанбате, были приложены списки. Среди этих воинов был Карпов Петр Кузьмич. Теперь о том, что его останки найдены, поисковики хотят сообщить семье бойца. Известно, что еще до того, как уйти на фронт, Петр Кузьмич жил в Ленинском районе города Казани, в поселке Воровского. Найти сейчас место, где находился его дом, для московских поисковиков было делом очень сложным, потому что за долгое время названия районов в Казани менялись, сносились старые дома, на их месте появлялись новые. Но, несмотря на все это, прямо сейчас мы находимся на том самом месте, где предположительно и находился его дом. Сейчас это Гагарина, 45. У нас, конечно, есть электронная база данных всех погибших из Республики Татарстан. Московские поисковики уже обратились за помощью к татарстанским коллегам. Как оказалось, часто найти семью солдата сложнее, чем его останки, говорят эксперты. Здесь уже придется, опять же, либо через средства массовой информации, да, либо вот мы сейчас это делаем через мечети и церкви. Это проще, конечно, сделать в деревне. В городе это практически невозможно. То есть сарафанное радио работает? Только.
Найти своего деда или прадеда можно и самостоятельно. Информация о погибших в Великой Отечественной войне есть в свободном доступе. Если родные Петра Карпова смотрят этот репортаж, то можно обратиться в музей-мемориал Казанского Кремля и по телефону, что на экране. Останки всех 59 солдат поисковики перезахоронили у села Васильевское Смоленской области. Красноармейца Карпова Петра Кузьмича похоронили там, и имя его теперь есть на мемориальной плите. Истории, когда семьи находили информацию о погибших на войне, после наших сюжетов уже были. Так семья татарстанского летчика Рубиса Валеева узнала, как и где погиб их родственник спустя 62 года. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Смоленская область, Татарстан. Лучшего по профессии выбирали на Нижнекамск нефтехимии. Кто им стал, знает Салават Мухаммадуллин. 11 аппаратчиков Нижнекамск нефтехимы и 3 студента колледжа демонстрировали свое мастерство, знания и навыки. Профессия аппаратчика – одна из основных компаний. Они контролируют технологические процессы. От их профессиональных знаний и опыта зависит выпуск качественной продукции. Профессия аппаратчиков для нашего города является как базовая. Большая зарплата, социальные выгоды, получение квартиры в ипотеку. От прошлого конкурса прошла неделя. Волноваться не успел еще, не успел начать волноваться. Готовился каждый день, по мере возможности. Практические знания конкурсанты демонстрировали на специальной мини-установке. Здесь им предстояло провести пуск и остановку технологической колонны. При выполнении задания жюри учитывало последовательность ведения процесса и время. Кроме этого, знания участников определялись и в области медицины по оказанию первой помощи. Сегодня этот конкурс посвящен 90-летию Николая Васильевича Лимаева. Представители у нас каждого завода, каждого подразделения. Также у нас участвуют 3 студента, которые в дальнейшем, мы надеемся, что пойдут на наше предприятие работать. По итогам конкурса 3-е место занял Айдар Валиев, аппаратчик завода олигомеров и гликолей. 2-е досталось Антону Алдареву с завода Бутилова-Колчука. Лучшим стал Денис Миндеров, работник завода этилена. Всем участникам вручили памятные подарки и денежные призы, а победителей ждет повышение разряда. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Нижнекамск. Сегодня они борются не только за безопасность. На спортивное состязание в Казани приехали юные правоохранители со всей республики. В спартакиаде участвовали 100 самых активных школьников и студентов из молодежного движения по охране правопорядка. Испытаний не менее десятка. От сборки автомата Калашникова до бега как на короткую, так и длинную дистанцию. Стандартные спортивные соревнования. Они проводятся для того, чтобы, во-первых, развивать молодежь физически, ну и для того, чтобы среди молодежной среды нашей организации, ну и в целом через наших ребят среди их сверстников пропагандировать здоровый образ жизни и саморазвитие. Козу за рога, корову за копыта и в бой, конечно, только соревновательный. Зоотехники, операторы машинного доения и ветеринары сегодня в Казани определяли лучших по профессии. Участвуют как студенты, так и те, кто уже работает в ветеринарной сфере. Что их ждет, расскажет Вероника Гайнудинова. Стрижка, потом обработка, и коза готова к кесарево-сечению. Свои навыки показывает Рафис Мутин. Он уже знает, после вуза работа ветеринарным врачом. Больше всего хочу работать с крупнорогатым скотом, с коровами. Те вопросы, которые здесь они сейчас в данном случае отрабатывают, это все уже их пройденный материал. По возможности отрабатывали это на практике. Зоотехники, технологи по воспроизводству стада, ветеринары. Кто же лучший по профессии, выясняет молодежь со всех уголков республики. Это 300 человек. Здесь и студенты, и те, кто уже в профессии. Практическая и теоретическая часть, это далось очень легко, потому что все мы применяем это на практике. В номинации «Оператор машинного доения» нет студентов, только специалисты, потому что эта профессия не требует высшего ветеринарного образования. Была оператором почтовой связи, стала оператором машинного доения. Анна Федотова профессию сменила 8 лет назад. Теперь от нее зависит качество молока. Я обрабатывала вымя для улучшения молока и молокоотдачи, чтобы было чистое молоко. Лучшим в каждой номинации стажировка за рубежом, призерам денежные сертификаты и подарки. Вероника Гайнудинова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Битва взглядов, интеллекта и скорости. В Казани открылся чемпионат России по уникальному виду спорта – чесболу. Впервые в истории направление командных шахмат собрало лучшие коллективы нашей страны на одной площадке. Почему на большом поле 5 на 5 метров проигрывают даже международные гроссмейстеры, узнал Алмаз Гафиятов.
8 на 8 без права на ошибку. В одиночку выиграть не получится, важна команда. Каждый отвечает за свою линию. Главное не упустить момент и нажать на кнопку. Были выступления, тренировки различные, отрабатывали различные схемы. Посмотрим. Надо очень быстро делать ходы, причем делать это очень слаженно, и вот в этом-то вся и сложность. Если даже в твоей команде лучшие шахматисты или гроссмейстеры, это не показатель. Чесбол совершенно другое направление, где одна ошибка приводит к поражению. Чесбол развивает, так скажем, коллективизм, умение мыслить сообща, умение выполнять общую задачу за определенный промежуток времени. Спорт, современные технологии, инженерия – все это на большом шахматном поле. Игроки, прошедшие школу чесбола, готовые работники НИИ. Самое главное отличие от шахмат – это шоу, прежде всего, это командная игра. Поэтому нам нужно совместить музыку, то есть звук, свет и так далее. Умение каких-то креативных решений, нестандартных позиций. Значит, определенно сложный вид спорта. И в то же время интересный. Предполагает действительно взаимодействие, коллективную игру. Чемпионат России по чесболу, приуроченный к 215-летию КФУ, проходит впервые. Ближайшие планы федерации выйти на международный уровень. Спрос есть, остались формальности. Алмаз Гафиатов, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Удмуртские танцы, азербайджанская лезгинка и народные обряды. Сегодня в Казани прошел гала-концерт и финал фестиваля учащихся многонациональных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом. Больше 1000 детей со всей республики представили свои номера. Почему проигравших не оказалось? С народного фестиваля Салават Мухаммадуллин. На одной сцене русские, татары, удмурты, чуваши, азербайджанцы. Все в национальных костюмах. Это финал фестиваля. Но даже во время награждения они репетируют. На фестивале и песни, и танцы, и обряды. Выступают школьники с 1 по 11 классы. Один и тот же коллектив может, например, исполнить чувашский танец и через минуту уже спеть русскую народную. Мы с нашим коллективом будем проводить обряд, показывать обряд «Семен день». Удмуртская национальная одежда. Мы уже 3 года выступаем. Я с 7 класса в этой школе учусь. Исполняем мы танцы, лезгинку, а также некоторые люди у нас поют песни. Также мы уже не первый раз выступаем. Выступали там, в Альметьевске, здесь и еще во многих городах. Фестиваль учеников – это больше 1000 детей и сотни коллективов. Сейчас в республике каждая 10-я школа с этнокультурным компонентом. Недавно открыли классы в Челнах по просьбе наших соседей из Республики Башкортостан. Такой же процесс идет и в Уфе. Мы постоянно находимся на связи с нашими коллегами. И как только появляется такая необходимость, мы тут же идем навстречу. И почти в каждой такой школе есть свои кружки с этнокультурным компонентом. А фестиваль – это хороший повод показать свои достижения. Салават Мухаммадуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Они умеют не только быт вести, но и на сцене блистать. Сегодня 12 мам республики выступили на финальном этапе республиканского конкурса «Нешкебиль». До этого участницы прошли отборочные в 9 районах и Казани. Кто-то поет, кто-то танцует, а кто-то поражает актерскими способностями. Самые яркие номера увидела и Зарина Ахметова. Сегодня хранительницы домашнего очага зажгли огонь в сердцах зрителей и жюри. На сцене 12 представительниц прекрасной половины республики. Они и мамы, и жены, и специалисты, и хозяйки прекрасные. Еще и артистки. Своим примером они доказывают, что женщины могут все. Тема выступлений, традиции, семьи, и участвуют в них все. Например, Лилия Загидольна из Балтасинского района приехала с 5 детьми и родителями. Их номер назывался «Отчий дом». Сын говорит, что не хочет жить в деревне, хочет в город идти. А мы объясняем, что потом он говорит, останься здесь. Со мной сегодня приехали дети, я мама 5 детей, моя мама приехала, и, конечно же, группа поддержки, брат и сестра. В этом году праздник двойной. Нешкебиль не только приурочен ко Дню матери, но и празднует свое 15-летие. За это время через конкурс прошло более 700 участниц. Более 200 стали финалистками. Тут так много в Республике Татарстан замечательных семей, замечательных женщин, замечательных мам.
И надо, чтобы о них знала вся республика. Да что там республика? Вся страна. Ничкабель 2019 завершен, победитель выбран. Но, как говорят финалистки, главное для них не победа, а чтобы семья была дома, тогда душа будет спокойна. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. А сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте! Малооблачная и морозная погода установилась на территории Татарстана. Атмосферное давление по-прежнему остается высоким, температура стала немного выше. О погоде позже. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166 или загляните на сайт danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, 23 ноября на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, дневная температура составит 6 градусов ниже нуля. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без осадков и до 5 мороза. На севере Татарстана, Менделеевске, Агрызе, Менделинске также синоптики осадков не обещают, переменная облачность минус 6. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси ясная и сухая погода сохраняется. Для юго-запада 23 ноября будет ясным, слабоморозным, минус 2, минус 4. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше, столбики термометров покажут 5 градусов со знаком минус, без осадков. В воскресенье сохранится такая же погода. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. Дистанционное дробление камней в почках, без боли, без операции, бесплатно, по полисам ОМС. Клиника Фарм-Т, 292 66 77. Дистанционное дробление камней в почках. Бесплатно по полисам ОМС и безболезненно в клинике Фарм-Т. Успейте записаться по телефону в Казани 292 66 77. В Казани ожидается солнечная погода, дневная температура 4 градуса ниже нуля. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление 770 мм ртутного столба, влажность воздуха 63%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.